Я не стану более убежденным, если мы не будем называть нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам уже пришлось сталкиваться в Газе, и с этим нам приходится сталкиваться и сейчас в ситуации с Ираном, потому что эта ситуация, по моему мнению, является нарушением международного права. Практически нет сомнений в том, что обоснование, связанное с якобы неминуемой угрозой нападения на США, не выдерживает критики. Такую оценку, судя по всему, разделяют и некоторые представители американских служб. Позвольте мне сказать это прямо, как человеку, вовлеченному в происходящее. Эта ситуация также является серьезной политической ошибкой. И это раздражает меня больше всего, потому что это действительно можно было избежать. Это ненужный конфликт. Если целью было остановить Иран на пути к созданию ядерного оружия, то я должен напомнить, ядерное соглашение от 14 июля 2015 года уже дало серьезный результат. Мы никогда не были так далеки от ядерного вооружения Ирана, как после заключения этого соглашения. Многие в этом зале вложили в него огромные усилия на протяжении лет, но нынешняя американская администрация придерживается иного мировоззрения, такого, которое не учитывает установленные правила и не опирается на партнерство и доверие. Мы не можем это изменить, нам приходится с этим жить, но я убежден, у нас нет никаких оснований принимать такое мировоззрение.